В текущем году исполняется 90 лет с начала гражданской войны. Правда, в последнее время 1918 год оспаривается в качестве отправной даты этой величайшей российской драмы. Все чаще говорят, что гражданская война фактически началась еще в 1917 году. Но эта дискуссия не суть важна. Важно другое. Русская революция и гражданская война изменили ход мировой истории. На макроуровне произошло сложение величайшей коммунистической империи и двуполярного мира. На микроуровне, применительно к нашей территории, возникла Башкирская республика, а вместе с этим событием федерализация бывшей Российской империи. Мы предлагаем вашему вниманию хронику событий революции и гражданской войны в контексте истории Башкортостана. От русского к российскому. Россия не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся, то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет. Георгий Федотов. Проблемы будущей России. 1931 год. Заметьте, строки эти были написаны в 1931 году, когда уже отшумела революция, когда национально-государственное устройство бывшей Российской империи в ее нынешнем виде уже оформилось. Но невзирая на это, известный философ русского зарубежья предостерегает. А, собственно, от кого он предостерегает? Работа называется «Проблемы будущей России». Именно будущей, потому что в современной ему России никаких проблем не было. Как человек проницательный, Федотов предвидел, что в будущей для него России опять возникнет вопрос, что делать с национальным разнообразием России. Федотов боялся повторения строителями будущей России ошибок революции и гражданской войны, совершенных в области национального белым движением, которое своим нигилизмом к самоопределению этносов, населявших Российскую империю, оттолкнуло их от себя, чем, естественно, воспользовались большевики. Федотов призывал к созданию новой идентичности, идентичности полиэтнической российской нации, которая станет идеей будущей федерации, противоположной своей подлинностью сталинской фиктивной модели национально-государственного устройства. Однако прозрения русской интеллигенции в лице Федотова были слишком запоздалыми. А кто, собственно, сказал, что идея федерации и национально-территориальный принцип ее построения является выдумкой большевиков? Утверждение о том, что авторами этой идеи были большевики, принадлежит тем, кто не знаком с истоками русской революции, так как идея Российской Федерации была высказана задолго до большевиков. Еще декабристы, вернее одно из их течений, выступало за конституционную монархию с федеративным устройством в основе. А вот что позднее писал Чернышевский. По существенному своему характеру демократия противоположна бюрократии. Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации. Демократическое государство есть союз республик. Таково устройство Соединенных Штатов. Носителями этих идей в России в начале 20 века были отнюдь не большевики, а эсеры, наследники народовольцев. Большевики тогда были всего лишь сектантами на широком поле русской революции. Вот что писала эсеровская пресса после февральской революции, когда вопрос о государственном устройстве стал злобой дня. Статья «Россия. Союз областей». Если американцы уже в 1776 году, при всем различии экономических интересов и культурного уровня различных государств, союзным договором создали Соединенные Штаты, то неужели мы в 1917 году не можем создать прочного союза областей? Пусть федеральное российское государство примет от отдельных областей – Малороссия, Грузия, Сибирь, Туркестан и так далее – атрибуты суверенитета, но даст оно отдельным областям внутренний суверенитет. Иосиф Акулич. Газета «Дело народа». 19 марта 1917 года. Реакция большевиков не заставила себя долго ждать. Статья «Против федерализма». Неясно ли, что аналогия между Соединенными Штатами 1776 года и Россией наших дней искусственна и нелепа?
ибо развитие капитализма в его высших формах и связанное с ним расширение рамок хозяйственной территории с ее централизующими тенденциями требует не федеральной, а унитарной формы государственной жизни. Коба Сталин. Газета «Правда», 28 марта 1917 года. В основе противостояния красных и белых лежала борьба двух социальных идеалов. С одной стороны, диктатура класса, в данном случае пролетариата, а с другой стороны, надклассовой и наднациональной диктатуры законности. Какой из этих двух принципов победил? Ответ кажется очевидным. Победила диктатура пролетариата. Но ведь на самом деле никакой диктатуры пролетариата не получилось. Рабочий класс, как и все остальные классы, стали жертвами диктатуры отца народов. Таким образом, потерпели фиаско оба принципа. Что же тогда победило? Победил принцип, лежавший в иной плоскости, принцип унитаризма. Вопрос только в том, какой ценой могла быть сохранена пресловутая «единая и неделимая», то есть унитарная Россия. А цена была слишком велика. Установление жестокой тоталитарной системы, жертвами которой стали миллионы ни в чем не повинных людей. Только смирительная рубашка сталинского ГУЛАГа могла погасить пассионарность народов в их стремлении к самоопределению. Но ГУЛАГ не бывает персонально для кого-то. ГУЛАГ – это удовольствие для всех, без различия по национальному признаку. Именно от унитарного соблазна предостерегал деятелей будущей России Георгий Федотов. Ибо всякий отход от союза народов, то есть федерализма, неизбежно будет приводить к тоталитаризму. Такова уж особенность России, и тому подтверждение ее история. Национально-освободительное движение башкирского народа уходит корнями в 17 век, когда началась череда восстаний, длившихся более 200 лет. Причины просты. Башкиры хотели во что бы то ни стало отстоять свой образ жизни, свою национальную идентичность, которые попирались царским правительством. 19 век прошел в походах и войнах во славу царя-батюшки и отечества, к чему обязывал башкир их военный статус служащих башкирского казачьего войска. А наступивший 20 век разбудил все народы Российской империи от вековой литургии. В 1905 году возникла либерально-демократическая партия «Иттифак аль-Муслимин», то есть «Союз мусульман», требовавшая уравнения мусульман с русскими в политических, религиозных и имущественных правах. Именно с ее возникновением началось политическое движение российских мусульман. Надо говорить о неравноправии юридическом и фактическом, да? Но даже юридически были в законах ограничения прав мусульман. Ну, я на память могу назвать, что, во-первых, значит, в Государственном совете, ведь когда мы говорим, что образовалась Государственная Дума, одновременно был образован или преобразован, потому что он был уже до этого Государственный совет. Государственный совет. То есть там половина были выбранные от общественных организаций, а половина членов Государственного совета назначались императором. Так вот, в Государственном совете не было ни одного мусульманина. Даже муфтия, значит, Оренбургского Магометанского духовного собрания, так сказать, ни одного. Затем, значит, были ограничения для занятия должности адвокатов. Это для евреев были ограничения и для мусульман. Был закон 1893 года. Затем, скажем, был конкретный закон о том, что лицам нехристианского вероисповедания не разрешается покупать земли на территории Туркестана. То есть это даже юридические права. Ну, а фактические права, значит, те же депутаты Государственной Думы прямо с трибуны говорили: не считайте нас, или нас считают гражданами второго сорта. Вот так. Партия «Иттифак аль-Муслимин», то есть «Союз мусульман», по своей платформе была близка к кадетам, конституционным демократам. Ее программа заключала 3 момента. Первое – установление конституционной монархии. Второе – незыблемость частной собственности. И третье – культурно-национальная автономия в рамках единой и неделимой России. Когда в 1906 году состоялись выборы в Первую Государственную Думу, члены Союза мусульман приняли активное участие в выборной кампании. В итоге в Думе сформировалась мусульманская фракция.
Уже Первая дума выявила особенности электоральных ожиданий различных групп мусульманского населения. Так, депутат от Уфимской губернии Шах Айдар Сыртланов, башкирский дворянин Белебеевского уезда, отражал чаяние башкир-вотчинников. Другой представитель уфимских мусульман Абу Сугут Ахтямов, сын мишарского ахуна, ратовал за уравнение мусульман в гражданских правах с православными. Основные требования – это, конечно, требования культурно-национальные, будем так говорить. Это, во-первых, религиозные требования, затем по народному образованию основные требования. И вот, в частности, если говорить о наших депутатах, башкирских депутатах, это опять они поднимали вопрос о земле. О том, что, начиная особенно с 80-х годов XIX века, царское правительство буквально, проводя свою эту колониальную политику, окончательно, можно сказать, лишила башкир земли. Наступил февраль 1917 года, ознаменованный буржуазно-демократической революцией, свержением 300-летней монархии Романовых, приходом к власти Временного правительства, которое вплоть до созыва Учредительного собрания должно было управлять страной. Все с нетерпением ждали созыва этого высшего представительного форума, долженствующего определить будущее бывшей Российской империи. После февральской революции в масштабах всей России усиливается национальное движение. В том числе, можно сказать, усиливается и общемусульманское движение. И во главе вот этого движения фактически стояла мусульманская фракция Государственной Думы. И нам хорошо известно, вот как раз к этому моменту, к февральской революции, Заки Валиди находился в Санкт-Петербурге и работал как раз в аппарате вот этого мусульманской фракции. И мусульманская фракция, она по существу подготовила первый всероссийский мусульманский съезд. В подготовке этого съезда непосредственное участие принимал сам Ахмед Заки Валиди. Готовились к созыву Учредительного собрания и мусульмане России. 1 мая 1917 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд мусульман, который со всей очевидностью обнажил два разных подхода мусульман к проблеме будущего устройства России. На Первом мусульманском съезде в мае 1917 года башкиры выступили как сторонники территориальной автономии, территориального самоопределения, в отличие от татар, которые являлись руководителями мусульманского движения в тогдашний период и требовали лишь только культурно-национальной автономии. Мулладжан Халиков, член Башревкома, председатель Совета народных комиссаров БАССР. У татар, которые были представлены в своей Казанской губернии, где-то около 30% проживало татар. В основном татарская диаспора была представлена по всей Российской империи. Так, как сказать, единственное, что объединяло и делало татар нацией, это вокруг чего они сплачивались, это была религия, это был ислам. У, остальных народов, скажем, у казахов, у тех же азербайджанцев, крымских татар, башкир, они проживали компактно, во-первых, на своей территории, правильно? И, в частности, у башкир была земля. Земля своя, родная земля, они коренные жители этой земли. И надо сказать, что для феодального государства они имели привилегированный статус. Они были собственниками, вотчинниками своей земли. И поэтому вот вы же знаете, в 1917 году они пошли по образованию этой национально-территориальной автономии. А вот татарские либералы во главе с Садри Максудовым, в частности, он тоже был депутатом Третьей Государственной Думы от Казанской губернии, они пошли по пути провозглашения культурно-национальной автономии. Сторонники культурной автономии или унитаристы были представлены в основном казанской делегацией. Их платформу озвучил осетин Ахмедбек Цаликов. Из выступления Ахмедбека Цаликова: «Федеративное устройство России может затормозить экономическое и культурное развитие страны. Расчленение России на отдельные автономии не разрешит национальную проблему мусульманских народов.
Территориальная автономия – тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. Татарская торговая буржуазия довольно она занимала сильные позиции. Естественно, они не были заинтересованы, чтобы Россия была разделена на отдельные автономии. Им была нужна единая Россия, экстерриториальная автономия. И при том, естественно, татарские деятели учитывали дисперсное расселение татар. Тем не менее, федералисты одержали верх над унитаристами – 446 голосами против 271. Главным итогом форума было то, что единое мусульманское движение окончательно раскололось на два лагеря. В работе съезда в составе туркестанской делегации принял участие тогда еще мало кому известный историк и журналист Ахмед Заки Валидов, работавший в мусульманской фракции последней 4-й Государственной Думы. Попытка казанских татар ограничить работу съезда рассмотрением проблем религии, просвещения, вопросов о муфтиях и шейхуль-исламах – все это побудило башкир принять решение о созыве своего Курултая в Оренбурге, чтобы обсудить вопрос о земле и национальной автономии. Ахмед Заки Валиди. Воспоминания. Башкирскую делегацию абсолютно не удовлетворила резолюция по земельному вопросу. Там был специально был поставлен большой вопрос, это большая проблема, потому что земельный вопрос всех интересовал. И, кстати, председателем этого отдела земельного был как раз известный татарский деятель Гаяз Исхаков. И эта резолюция, она по существу автоматически отменила бы вотчинное право башкир. Потому что там речь шла об уравнительном землепользовании, никаких там земельных привилегий и т.д. и т.п. Какие-то уступки были сделаны по отношению к киргизам, а о башкирах там вообще речь не шла. И это вызвало возмущение башкирских делегатов, и уже 9 числа они заявили о своем несогласии с этой резолюцией по аграрному вопросу, и было заявлено, что они образуют союз, бюро Союза башкирского народа, и сами будут для решения, там было сказано, земельного вопроса, в будущем они организуют свой съезд Курултай. Так было заявлено. Вернувшись из Москвы в Оренбург, башкирские делегаты прошедшего съезда образовали Башкирское областное бюро, прообраз будущего башкирского правительства. Через 17 дней после Октябрьского переворота, уничтожившего власть Временного правительства, Башкирский областной совет Шура издает фарман номер 1. В связи с тем, что 25 октября 1917 года Временное правительство России свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные войны. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Поэтому в дальнейшем башкирский народ и башкирские войска, а также стоящий во главе их всех Башкирский Центральный Совет ставят целью осуществления территориальной автономии и состоят членами Юго-Восточного Союза свободных национальностей. Оренбург, Караван-Сарай, 11 ноября 1917 года. Существовал так называемый Юго-Восточный Союз. Это не только представители нерусской национальности. Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степи называется. Этот союз, кстати, был образован еще 20 октября 1907 года на съезде. Этот специальный съезд был созван в городе Владикавказе. Но это вполне понятно, потому что этот Юго-Восточный Союз на своем съезде он тоже принял решение о самоопределении. Вы знаете, казачество оно всегда выступало так за свою автономию, за свою самостоятельность. Так ведь это казачьи войска, у них были свои земли. Лидеры башкирского движения в казачестве видели своих по этой причине естественных союзников. Как раз в эти дни проходили выборы в учредительное собрание. Победили эсеры, набравшие свыше 40% голосов, тогда как большевики получили всего лишь 24%. Более 16% набрали различные буржуазные партии, около 3% меньшевики.
Еще более громким было поражение большевиков в Уфимской губернии, где электоральные предпочтения распределились следующим образом. Эсеры 65%, башкиры-федералисты 14%, большевики 5%, кадеты 1,4%. Результаты выборов никоим образом не устраивали большевиков, а все прекрасно знали, что они не те, кто умеет достойно проигрывать. События развивались стремительно. 14 ноября закончились выборы, а уже на следующий день казачий атаман Дутов захватывает Оренбург и выбивает оттуда большевиков. В этот же день Башкирский областной совет провозглашает автономию Башкортостана. Шариф Манатов и Ахмед Заки Валидов побывали у атамана Дутова. Казачий атаман высказался о своем благожелательном отношении к созданию автономного Башкортостана и публично объявил об этом перед своим штабом. Газета «Башкорт», 24 ноября 1917 года. «8 декабря 1917 года в Оренбурге открылся учредительный Курултай автономного Башкортостана. Башкирский Курултай принял ряд важнейших конституционных документов. Вот один из них. Положение об автономии Малой Башкирии. Башкирия составляет нераздельную часть государства российского и представляет собой автономно управляющуюся страну с наименованием Малой Башкирии. Несколько ранее Ахмед Заки Валидов составил карту предполагаемой Башкирской республики, территория которой была даже больше современной республики Башкортостан. Однако, понимая, что реализация автономии на этой обширной территории пока не представляется возможной, было решено временно удовольствоваться территорией так называемой Малой Башкирии. Ее территория была образована на базе башкирских властей – Оренбургской, Пермской и Самарской губернии. Так называемую Большую Башкирию предполагалось образовать за счет слияния Малой Башкирии с западной частью исторической Башкирии, входившей в состав Уфимской губернии. Ее реализация откладывалась на недалекое будущее. Органами управления автономной Башкирии являются Курултай, парламент, с правительством Башкирии, Кантонная дума с кантонным управлением, Волостное земское собрание с земской управой. Из призванных на действительную военную службу образуется Национальная башкирская армия всех родов оружия. Защита российского государства и автономной Башкирии является священной обязанностью любого гражданина, живущего на территории Башкирии. Одновременно с учредительным Курултаем автономного Башкортостана в Уфе проходил Милли Меджлис, то есть Национальное собрание культурно-национальной автономии мусульман внутренней России и Сибири. Это был последний вздох умирающего мусульманского движения. В условиях бурного процесса автономизации народов России лидеры движения Садри Максуди, Гаяс Исхаки, Хади Атласов по-прежнему произносили речи в поддержку унитарного устройства будущей России, что выглядело, мягко говоря, нелепо. Тогда, стремясь запрыгнуть в последний вагон уходящего локомотива истории, наиболее радикально настроенное крыло Милли Меджлиса во главе с Ильясом Алкиным настояло на принятии резолюции по проекту территориальной автономии двуединого штата Идель-Урал, проще говоря, Татаро-Башкирской республики. Что касается идеи вообще, тогда сначала был Урал-Волжский штат, потом Татаро-Башкирская республика, Заки Валиди и другие лидеры башкирского движения, у них отношение было сугубо негативное. Впрочем, ряд башкирских деятелей не исключал возможности согласования своих позиций со сторонниками штата Идель-Урал. Нужно придерживаться такой идеи: первоначально утвердить башкирский штат, а затем к Башкирии присоединить Казань. Тагир Имаков, газета «Курултай», 4 февраля 1918 года. Башкир начал дело своей территориальной автономии, а татарин, тептярь, мишарь, чуваш и черемис – все они, объединившись, доведут его до конца. Газета «Наш путь», 13 сентября 1918 года.
Таким образом, поворот лидеров так называемого тюрко-татарского движения от унитаризма к федерализму явно запоздал, что привело к уходу башкирского движения в самостоятельное плавание. Однако мосты еще не были сожжены, и некоторые башкирские деятели всерьез рассматривали возможность объединения с движением тюрко-татар в русле борьбы за двуединый штат Идель-Урал, то есть Татаро-Башкирскую республику. Но время все расставило по своим местам, не считаясь с планами ни тех, ни других.